Ассаляму алейкум, здравствуйте. В эфире информационный выпуск новостей Хаберлер. В студии для вас работает Асан Абилаев. Сегодня в нашем выпуске. Сегодня в формате видеомоста Симферополь-Москва говорили о реабилитации народов Крыма, восстановлении исторической справедливости. Заседание 6-й сессии Государственного совета. В Алуште состоится второй Крымский женский конгресс «Цветущий миндаль». Сегодня в формате видеомоста Симферополь-Москва говорили о реабилитации народов Крыма, восстановлении исторической справедливости. В частности, обсуждали реализацию указа главы государства о мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержки их возрождения и развития. Все подробности далее в сюжете. В этом году Крым будет отмечать 3-ю годовщину со дня подписания указа президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов. Спикеры рассказывали о реализации указа, а также о проделанной работе для реабилитированных народов. Председатель Госкомнадзора Заур Смирнов отметил, что в течение 3 лет активно ведется работа по обустройству реабилитированных. Порядка 400 семей мы за 3-летний период обеспечили благоустроенным жильем. Мы уже на сегодняшний день выделили более 4000 земельных участков тем гражданам, которые еще буквально 4 года назад были разбросаны по так называемым захватам земельным. Мы сегодня с гордостью говорим, что в Крыму полным ходом идет строительство соборной мечети. Десятки лет мусульмане Крыма ждали этого дня. Завершается строительство и храма имени Александра Невского, который также строится под патронатом нашего президента. Что касается крымско-татарского народа, председатель Госкомнадзора Заур Смирнов отметил, что крымские татары выражают большую благодарность за созданные для них условия и оказывают поддержку президентскому курсу. Сегодня, я уже знаю, такая информация от общественной организации крымских татар обратились с благодарственным письмом к президенту, где благодарят за этот указ. В том числе, конечно, я сегодня хочу сказать еще об одном достижении. Это закон, который упрощает процедуру получения вида на жительство гражданами из числа реабилитированных народов. Это сегодня также является продолжением указа о реабилитации, потому что сегодня этим людям, этим народам дается беспрепятственная возможность на своей исторической родине быть не только реабилитированными, но и получить все гражданские, политические и социальные права. В свою очередь, член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, президент общественной организации «Инкишаф» Эскендер Белялов также выразил благодарность за принятый указ. Отметил, что его подписание крымские татары ждали на протяжении долгих лет, а также уверил, что все намеченные работы будут реализованы в полном объеме. Этот указ неоценим, ему нету цены. Этого указа реабилитированные, репрессированные народы ждали более 70 лет. И если первое время, когда был этот указ, было какое-то недоверие государству, недоверие этому указу, но прошедшие 3 года показали, что указ именно работает почти в полном объеме, что предшествовало изданию закона о упрощенном гражданстве именно репрессированным народом. Я хотел бы с этой студии поблагодарить и Государственную Думу Российской Федерации, и президента, и нашего депутата в Государственной Барбеке Руслана. Спасибо хочу большое сказать Сергею Валерьевичу Аксенову, нашему главе республики. Те 3 года, когда не было именно вот этого закона, они все-таки держали ситуацию в руках. Народ вздохнул, и народ почувствовал, с народа сняли это бремя. Заместитель директора Института этнологии и антропологии Роман Старченко отметил, за короткий период в составе Российской Федерации Крым изменился. Проделанная работа представителей власти вызывает уважение и благодарность. Я хочу высказать огромное спасибо, благодарность крымским коллегам, крымским нашим друзьям. В 2015 году мы спрашивали при проведении исследования респондентов, как, по их мнению, какие проблемы должны решаться при реализации указа президента. И крымские татары указывали на
в порядке бывания, что нужно было, с чем нужно было заняться. Это заниматься благоустройством территории, то есть проводить коммуникации, оформление земельных участков, оказывать материальную поддержку, предоставление льгот, возмещать ущерб, который был причинен, и чисто такой бюрократической помощи в оформлении документов по реабилитации. И мы видим, что за эти 3 года сделано действительно многое. И поддержка этого указа даже после года, после его подписания, была уже на высоком уровне. Поэтому я вас поздравляю с продуктивной работой. Вместе с тем, крымские спикеры пригласили всех на национальный праздник Хадырлес, который пройдет 6 мая в Бахчисарайском районе. Алимия Кайбулаева, Аким Бекиров, телеканал Миллет. В акватории Черного моря потерпел крушение сухогруз «Герой Арсенала». По данным регионального МЧС, всего на борту судна находились 12 человек, 8 россиян, 3 украинца и 1 гражданин Грузии. Сухогруз следовал из порта Азов Ростовской области в Турцию, перевозя зерно. В районе крушения направлено несколько спасательных судов и авиация. 3 из 12 членов экипажа сухогруза, потерпевшего крушение в Черном море, спасены. Операция осложняется сложными погодными условиями. Волнение моря составляет до 4 баллов, а порывы ветра достигают 20 метров в секунду. В МЧС отметили, что сигнал СОС от сухогруза, который следовал под флагом Панамы, приняли пограничники, которые передали информацию спасателям. В настоящее время проводится активная фаза поисково-спасательной операции. Создан штаб на базе Главного управления межведомственной. Работает телефон горячей линии, телефон 55 09 07. В Симферополе сотни жителей и гостей города возложили цветы к памятнику императрице Екатерине II в ознаменование 234-й годовщины подписания ее манифеста о присоединении Крыма к Российской империи. В торжественном мероприятии приняли участие председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов, спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, сенатор от Крыма Сергей Цеков. Для нас на самом деле это знаковая дата. 234-я годовщина показывает воссоединение, что Крым и в тот период начал возрождаться благодаря воссоединению с Российской Федерацией, благодаря принятию в состав Российской Федерации. 2014 год – это историческая параллель. Мы видим, что за 3 года, то есть совершили прорыв, которого не могли достигнуть 25 лет нахождения Крыма в составе Украины. Поэтому Крым и Россия неразрывно связаны. Крым – составная часть российского государства. И то, что произошло, это уже навсегда. В рамках того воссоединения были учтены все особенности ментальности народов, проживающих на территории Республики Крым. Никто не был ущемлен. Россия всегда действовала по отношению к народам Крыма справедливо, как это было и в 2014 году. Поэтому всех с праздником, знаменательная для Крыма дата. Побывать в Евпатории сегодня смогли горожане и гости столицы, причем не выезжая из города. Возле Государственного совета Республики Крым создали площадку, где представили самые яркие элементы древнего города. Так сегодня в парламенте отметили День Евпатории, после чего провели заседание 6-й сессии. Об этом подробнее в следующем сюжете. Один из древнейших городов Крыма Евпатория славится богатейшей историей. Сегодня это город-курорт, город-труженик, город-лекарь. Здесь есть здравницы, известные далеко за пределами полуострова. Однако многие из них сегодня находятся в плачевном состоянии. Как отметил глава республики, федеральная целевая программа предусматривает вложение больших средств в развитие Евпатории как всероссийского курорта. Всероссийский курорт, по которому есть поручение президента, возобновить статус города как всероссийского курорта, детской здравницы. Поэтому сделать предстоит очень много. Потенциал у Евпатории колоссальный. Главное, в данном случае, главное достояние Евпатории – это люди, которые там проживают, которые хотят изменений своему городу, которые хотят действительно сделать его комфортным, безопасным и вообще и привлекательным для туристов. Евпаторийцы представили сегодня все свои достижения. Организовали ярмарку, где показали гостям мягкие игрушки, евпаторийские вина, обувь, муку, хлебные изделия, изготовленные в городе Солнца. А возле самого Госсовета устроили целую программу с участием уникальных коллективов. Здесь и театр на ходулях, театр живой скульптуры, ансамбль «Арарат». Представили и единственный в Крыму текие дервишей. В настоящее время в Евпатории строятся социально важные объекты. Это школы, детские сады, ФАПы, дороги. Реставрируются здравницы и санатории. Обустраиваются места компактного проживания. Город, который сегодня двигается в сторону, развивается в сторону создания, возобновления и своего
главного, скажем так, курортного потенциала детской, всероссийской детской здравницы. Мы подошли к этому вопросу достаточно творчески, креативно, поэтому всех вас ожидают тут многие сюрпризы и положительные эмоции. Мы сегодня не только расскажем о своих достижениях и покажем наши таланты, мы поговорим открыто о наших проблемах. Уверен, что депутаты Госсовета помогут нам найти пути решения. А после праздничного мероприятия парламентарии принялись за работу. На повестке дня 28 вопросов. Депутаты утвердили увеличение доходной части бюджета республики на 2,5 миллиарда рублей, а также включили завод «Новый свет» в прогнозный план приватизации госимущества на 2017 год. Нариман Тарсинова, Дмитрий Низовой, телеканал «Милет». 2017 год объявлен годом экологии в России. Сегодня в Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия прошла конференция на тему «Чистая экология. Здоровая жизнь». На мероприятии удалось побывать и нашей съемочной группе. Началась конференция с выступления доктора медицинских наук, профессора кафедры инфекционных болезней Медицинской академии имени Георгиевского Мунивер Гафаровой. Она рассказала о том, что такое экология и как она влияет на здоровье человека. Сама наука экология означает взаимообусловленное влияние природы на человека и обратно человека на эту существующую природу в размерах, в которых это возможно. Крым – это была эндемичная территория по малярии, и к сегодняшнему дню малярии на территории Крыма нет, потому что в результате антропогенной деятельности человека мы преодолели те моменты, которые способствовали распространению малярии. Студентка 5-го курса медицинской академии имени Георгиевского Эльмаз Бекирова представила доклад о развитии туберкулеза в Крыму. Эльмаз отметила, что по статистике заболеваемости крымчан туберкулезом сейчас на полуострове наметилась тенденция к ее снижению. В Крыму наметилась тенденция к снижению заболеваемости, но все равно требуется работать в данном направлении, организовывать вот такие мероприятия, посвященные заболеваемости, туберкулезу, в частности, ВИЧ-инфекции, чтобы люди знали об этих заболеваниях, знали о методах борьбы, о том, что не нужно забывать об этом, потому что контакт с такими людьми является непосредственно опасным для окружающих. Жители Симферополя отмечают, основными проблемами столицы является отсутствие растительности, большой поток транспорта, а также недобросовестное отношение местных жителей к окружающей среде. Я думаю, что не очень хорошая ситуация. Какая экология в Крыму? У нас загрязнение какое. Были недавно с ребенком в лесу, мусор везде, хлам везде валяется. Какая экология? Обстановка в Крыму и Симферополе, я считаю, что плохая. Во-первых, много идет застроек, деревья, растительность, то есть уменьшается, рубят. Чтобы садить что-то новое, очень мало. Либо какие-то декоративные растения на деревья. Большой поток машин идет. Однако Мунивер Гафарова отмечает, что по сравнению с предыдущими годами ряд заболеваний в Крыму пошел на снижение. Это связано с постепенным улучшением экологической ситуации. Султания Меджид, Энвер Аблязиз, телеканал «Милет». Представители администрации Бахчисарайского района поздравили с днем рождения долгожителя, участника Великой Отечественной войны Авксентия Якименко. 18 апреля ветерану исполнится 101 год. Авксентий Якименко принимал участие в освобождении Бахчисарая, Симферополя, Севастополя. После освобождения Крыма был назначен начальником погранотряда в Балаклаве. За героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны, награжден многочисленными наградами. Несмотря на свой возраст, Авксентий Дмитриевич хорошо видит, читает газеты, а еще хорошо помнит события Великой Отечественной войны. Война, Крым. Да, в армию призвала в 1937 году. Но я служил в военкомате, выполнял все. А потом пошел дальше. Да. Мне ранило. После освобождения Крыма семья Якименко поселилась в селе Счастливое Бахчисарайского района. И внук Авксентия Алексей рассказал историю о том, как их семья посетила дом, в котором жила после депортации. Он остановился в селе Счастливом, и жили с семьей там какое-то время. Вот. И когда ему было 95 лет, мы туда поехали вместе с его дочерью. Именно посмотреть тот дом, где они жили, где родилась моя мама. Там живет сейчас татарская семья. Они туда вернулись, именно в этот дом,
Вот. Ну, после депортации нашли его, вернулись, отремонтировали, построили рядом новый дом. Вот. А тот, который там был, ну, маленький, тогда все дома такие были небольшие, он тоже остался. Заместитель главы администрации Рифат Дердаров считает, что важно не забывать стариков и относиться к ним с уважением. Им много не надо, им нужно внимание и тепло. Берегите, да, их. И мы все прекрасно понимаем, в жизни такие критерии, что это бумерангом возвращается. Вот как мы сегодня будем относиться к пожилым, когда наше время придет, точно так же будут относиться к нам. А этот человек легенда. Ну, 101 год, человек, который освобождал Крым. Видели, он вся грудь в орденах. Вот. Волей судьбы, может, даже по счастливой такой, знаете, что мы уже вот 3-й раз его приезжаем поздравлять. Потому что 100-летие мы устроили мы уже так, что здесь почетный караул поставили, солдаты маршировали. Здесь соседи все собрались, и у многих были слезы на глазах. За героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны, Евксентий Дмитриевич награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Богдана Хмельницкого, медалью за оборону города-героя Киева, медалью за участие в героической обороне Кавказа и медалью за боевые заслуги. В прошлом году на 100-летие Евксентий Якименко получил поздравительное письмо от президента Российской Федерации Владимира Путина. София Шукурова, Энвер Аблязис, телеканал Миллет. 22-23 апреля в Алуште состоится 2-й Крымский женский конгресс «Цветущий миндаль». Тема мероприятия – гендерная роль женщины в рациональном использовании окружающей среды как глобальный феномен трансформации здорового образа жизни в сублимацию – экология человека, экология среды. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции в Симферополе. Тему продолжит Айша Шулакова. Крымчанок и гостей полуострова на конгрессе «Цветущий миндаль» ожидает насыщенная двухдневная программа. В рамках работы съезда запланировано проведение отборочного тура Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества «100 городов России», мастер-класс «Цветущий Крым», выставка «Цветущий миндаль» в живописи и графике художников Крыма. Также юные миротворцы России проведут круглый стол «Я хочу рассказать о России». Помимо этого, выступление детского ансамбля «Чатырдах», знакомство с музеем-усадьбой Алексея Бекетова. Кульминационным моментом и традиция уже становится посадка миндальных деревьев. Мы называем это аллея мира и согласия. Поскольку в нашей организации являются представители, женщины-представители разных национальностей, то мы также придерживаемся политики сохранения мира, дружбы и согласия между народами Крыма. Инициатор съезда – Крымская общественная организация «Межнациональный центр культуры и творчества «Женщины Крыма». Главная задача Конгресса – консолидировать женские усилия для решения общественно значимых задач, создание площадки для взаимодействия, обмена опытом и знаниями. Мы считаем своим долгом принять непосредственное участие в формировании высокой экологической культуры и как межнациональная организация, и как женская организация. Хотим, чтобы территория женского конгресса стала площадкой для большого количества мероприятий, которые планируется продемонстрировать. Заместитель министра экологии и природных ресурсов Крыма Наталья Сологуб отметила значимость такого рода конгресса для республики. В этот год, год экологии, объявленный президентом Российской Федерации, женщины Крыма проявляют активную свою позицию, неравнодушное отношение к тому, что нас окружает. Впервые в истории Республики Крым женское движение будет направлено именно на сохранение этой уникальной природы Республики Крым. Состав заявленных участников Конгресса многонациональный. Женщины – представители разных национальностей со всех регионов России, Крыма и ряда стран зарубежья. Конгресс проводится при поддержке Госкомнадза, медиацентра имени Исмаила Гаспринского, администрации Алушты и ряда других организаций. Это актуальная тема, и поэтому это будет интересно, востребовано. И многие женщины, когда вернутся домой с этого форума, да, они принесут больше знаний, больше желания еще, вот, начиная со своей семьи, действительно сделать свой вклад в экологическую культуру, в состоянии окружающей среды нашего любимого Крыма. Цель Конгресса – привлечение внимания общества к вопросам экологического развития на территории Республики Крым, сохранение биологического разнообразия и обеспечение экологической безопасности человека и среды его обитания, а также развитие молодежной народной дипломатии и укрепление межнационального согласия на территории полуострова. Айша Шулакова, Аким Бекиров, телеканал Миллет.
В Крым неожиданно вернулась зима. В среду ночью в некоторых районах полуострова выпал снег. По информации очевидцев, снег в частности наблюдается на Ангарском перевале и Симферопольском районе. В то же время, по прогнозам Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в связи с прохождением южного циклона в регионе ожидаются сильные дожди. В горах с мокрым снегом, местами очень сильные осадки, а также усиление северо-западного ветра до 20-25 метров в секунду. А это были все новости на сегодня. Если вы пропустили наши выпуски, вы можете посмотреть их на официальном сайте телеканала trkmile.ru либо на официальной странице Facebook. А я прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире.